Пока республика в раздумьях, политики, общественные деятели и иные известные в народе уважаемые граждане не могут не выразить свое мнение публично. Это отчасти их долг перед общественностью. В этой связи ряд политиков со стажем озвучили свои наблюдения о ситуации в стране, которая весь последний месяц переживает предвыборные баталии. Вот в ходе предвыборной кампании, к сожалению, власть пошла на, я бы так сказал, не совсем этические вещи, черный пиар, возбуждение уголовных дел, использование админресурсов, силовых структур. Это наоборот, я считаю, действие властей оттолкнуло народ от их кандидата. Дипломат с большим стажем Аликбек Джакшенкулов в числе авторов заявления, опубликованного на днях в СМИ. В нем такие же, как он, люди, чья позиция имеет вес в политике, выразили свой анализ программ кандидатов и хода президентской гонки. Так, из этого обращения к общественности они открыто признают, что выделилось два основных соперника, а вместе с тем и два возможных сценария развития страны. Один из них предлагает плыть по течению и продолжить ныне существующий курс. Другой же – провести реформы. А народ сегодня хочет изменений, народ хочет обновления и развития нашей страны. Потому что молодые политики, они креативные, видят по-другому многие вещи. И мы надеемся, что те предвыборные программы, которые они, значит, высказали народу, они будут реализованы. Среди подписавших это обращение и экс-зампредседателя ГКНБ Марат Иманкулов, который попытался объяснить, какими доводами он руководствовался, чтобы решить, следует ли продолжать идти прежним курсом. Государственный статистический комитет, они сами привели такой пример. 2/3 населения получает ниже прожиточного минимума получает доход. Это простыми словами 2/3 населения находится в нищете. Все же признают, вот все кандидаты вот в дебатах слышим, все одним голосом говорят, вот эта коррупция самый главный враг, который нас просто, как государство просто разрушит. Половина того, что в доход государства должно поступить от таможенных пошлин, половина прикарманивается чиновниками. Поэтому я не согласен с этим курсом первым, и мне симпатичен вот этот курс, мы хотим обновления. Как признается сам Марат Иманкулов, он уже пенсионер, но его дети и внуки сегодня хотят жить и работать на родине. Какое будущее их ждет, если в республике такая реальность? Ее, по мнению Иманкулова, нужно и можно изменить. Ну, второй же предлагает обновление, развитие, обновление, реформы он предлагает. А человеку свойственно всегда поиск нового, обновления. Это природой так заложено в людях. Они должны обновляться. Сегодня должен быть лучше, чем вчера, а завтра должен быть лучше, чем сегодня. Так должны жить. И вот прогресс наступает только в таком случае. Если мы будем удовлетворяться тем, что имеем, и жить в таком же духе, это застой. Это чистейший застой. Каждый выбор, отмечают наши собеседники, дают надежду людям на более счастливую жизнь. Потому перед тем, как сделать свой выбор уже в это воскресенье, гражданам стоит подумать, так ли хорошо им живется сегодня или пришло время перемен. Елена Яковлева, Александр Симонов, НТС.